День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за всем, что происходит у нас в республике и, конечно, за ее пределами. И сегодня, коротко подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых главных ее событиях. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, и вот о чем мы расскажем сегодня. Председателя правительства Российской Федерации, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев с рабочим визитом побывал в республике. Какие вопросы обсудили и какие решения были приняты? Сегодня очень много показывалось примеров, связанных с цифровизацией тех или иных отраслей. Транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, работы с населением. Это все очень нужно. И сказать честно, было видно, что эта работа идет, но сказать, что это она полностью закончена, что есть ответы на все вопросы, не совсем так. В Алдане сдан в эксплуатацию новый пятиэтажный дом. Новоселы получили ключи и подарки от застройщика. Уже 5-й дом в этом году и 15 еще домов мы постараемся совместно общими усилиями к 1 октября предоставить для постоянного проживания. Я желаю вам радости и здоровья в ваших новых квартирах. Берегите этот дом, берегите себя. С праздником вас! С новосельем! В Якутске снимают фильм про скакуна «Спидстар». Одноименная картина будет основана на реальных событиях. Ответственность очень большая, тем более у нас уже есть прототип, живой человек. Он будет сам смотреть, он будет оценивать. Ну и плюс, конечно, будет для нас все равно самая высшая оценка – это оценка зрителей. Обо всем этом и не только смотрите в ближайшие полчаса. Дамбу в Верхоянском районе построят в ближайшее время. Цены на квартиры в республике будут снижать за счет дальневосточного квартала. Разработки резидентов IT-парка будут актуальны для всей страны. Такими итогами завершился трехдневный визит заместителя председателя правительства, полномочного представителя президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева в республику. Самым острым вопросом, который стоял перед полпредом, стала, конечно, помощь терпящим бедствия жителям Верхоянска. Ущерб от паводка здесь составил уже 400 миллионов рублей. Подтоплены 400 частных домов, 100 многоквартирных. Пострадали здания больницы, школ. Детей эвакуировали. Благодаря усилиям властей город освободили от воды. Все социально значимые объекты восстановят к сентябрю. Важнейший вопрос – предотвращение беды снова, ведь паводки для Дальнего Востока – это явление обычное. Документация на строительство дамбы в Верхоянске была готова еще в 2018-м, но чиновники Росводресурсов ее так и не рассмотрели. Поэтому полпреду пришлось объяснять руководству ведомства недвусмысленно. Деньги на дамбу надо найти. Наверное, самым ключевым вопросом является строительство водозащитной дамбы, чтобы не сталкиваться с этим каждый год. Мы эти вопросы будем ставить в правительстве, но, думаю, решение по деньгам принимает правительство, принимает председатель правительства, но я думаю, что мы этот вопрос решим. Во всяком случае, все усилия мы к этому приложим. Мы договорились об этом сегодня с министром природных ресурсов и экологии. В свою очередь, глава Якутии Айсен Николаев отметил, что в 6 поселках завершена работа по оценке ущерба. На очереди оставшиеся населенные пункты Верхоянского района. Начались выплаты единовременной материальной помощи населению. Далее полпред отправился на самый крупный объект жилищного строительства в Якутске, квартал Звездный. Площадь застройки микрорайона составляет 68,5 гектаров. Отмечается, что строительство ведется в несколько этапов. К концу этого года завершится первый. Полная застройка ожидается в 2027 году. Продолжит Саргалана Неустроева. Строительство квартала «Звездный» в этом году стало самым амбициозным проектом по застройке жилищных комплексов в Якутии. Это более 260 тысяч квадратных метров жилья, детские сады, школы, общественные пространства. В общем, современная и развитая инфраструктура. Первую сваю забили в июне прошлого года. Уже сейчас, как вы видите, работа идет полным ходом, а застройщики уверяют, строительство первого этапа завершится уже в этом году. Через течение 10 дней все монолит заканчиваем. Перешли
Отделочные работы начали в первом доме и третьем А1, А3. Ну, все идет. Кладка, штукатурка, стяжка. Все полным ходом идет. В сроки все успеваем, так что все нормально. Проблем нету ни в чем. Так, к концу текущего года будет введено 7 многоквартирных домов общей площадью порядка 26 тысяч квадратных метров. Отмечается, что это первый опыт квартального строительства в республике, который позволит отойти от точечной застройки к целым микрорайонам, современным, концептуальным и собственной инфраструктурой. Видим то, что от площадки комплексного развития территории они имеют, помимо своих плюсов, то, что у нас значительно обновляется, развивается территория, да, и на сегодняшний день мы ставим вопрос о том, чтобы в рамках КРТ, да, решать вопросы по расселению граждан из аварийного жилищного фонда. Так, по словам министра, Республиканское ипотечное агентство уже готовит проектное решение по расселению граждан из аварийного фонда 17-го квартала и района Сайсары. Таким образом, до конца года новые квартиры получат около 2000 человек. В свою очередь, программу и ход строительства одобрил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. В целом оценка положительная. Да, его больше интересовала динамика строительства, да, себестоимость строительства. Да. Мы то, что вопрос мы озвучили по КРТ, по расселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках этого механизма, он в этой части тоже поддержал, потому что эти механизмы нужны и важны. Между тем, настоящие темпы строительства квартала лишь начало. По словам главы республики, благодаря дальневосточным программам после завершения работ по созданию инфраструктуры и сетей, подрядчики смогут выйти на крейсерские масштабы и возводить по 70-80 тысяч квадратных метров жилья. Сырглана Неустроева, Александр Жуков, Якутск. Ну а во второй день визита полпред Трутнев посетил IT-парк «Якутск». Здесь кипит работа по созданию российских технологий. Якутские специалисты представили новые уникальные разработки, которые уже реализуются на территории республики. Смотрите далее в материале Светланы Амосовой. Компания Smart Unit представила программный комплекс по противодействию лесным пожарам. Система позволяет в автоматическом режиме получать климатические, экологические и погодные данные. Вот, например, мы можем увидеть, что сейчас в Хабаровском крае высокая интенсивность горения лесов. И, собственно, вот загрязнение воздуха, оно как раз идет с Хабаровского края в нашу сторону. То есть, если мы подключим, например, данные ветра, то есть мы видим, вот, собственно, потоки, которые вот эту гарь как раз несут на Якутск. Вице-премьер Юрий Трутнев предложил включить в программу меры реагирования по ликвидации пожаров, а также учесть существующие практики в других регионах и разработки других компаний. Сегодня я хотел бы вам рассказать о инициативе, которую мы реализовали по поручению Сан Сергеевича. Меры поддержки IT-компаний в условиях санкций. Общая сумма финансирования в этом году составляет 150 миллионов рублей. В рамках первого этапа программы поддержки IT-отрасли 16 компаний получили поддержку в размере 5 миллионов рублей и 5 компаний в размере 10 миллионов рублей. Ну и главная цель – это сохранение рабочих мест в течение 1 года. Мы ощущаем высокий спрос на данную программу поддержки, и в октябре месяце мы уже начинаем второй этап. Смотреть кино на большом экране теперь смогут жители Якутии, даже самого маленького и отдаленного села, благодаря экосистеме, разработанной полностью на отечественных технологиях. После ознакомления с проектом развития российской сети кинопроката «Экстра Синема» Юрий Трутнев сообщил, что попросит Министерство культуры Российской Федерации оказать помощь в масштабировании. Кинопроектора мы уже собираем в нашем технопарке. Первые 10 кинотеатров у нас уже откроются 27 августа, в День российского кино. Юрий Трутнев отметил, что поддержка IT-технологий важна не только для Якутии или Дальнего Востока, но и для всей страны, ведь она помогает развитию экономики государства. Сегодня очень много показывалось примеров, связанных с цифровизацией тех или иных отраслей. Транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, работы с населением. Это все очень нужно. И сказать честно, было видно, что эта работа идет, но сказать, что это она полностью закончена, что есть ответы на все вопросы, не совсем так. Якутия является лидером по развитию IT-сферы в Дальневосточном федеральном округе и входит в топ-11 лучших регионов России. Светлана Амосова, Семен Семенов, Якутск.
Вице-премьер Юрий Трутнев завершил свой визит в республику совещанием с главой Якутии Айсеном Николаевым, по итогам которого он поручил предоставить в том числе и финансирование на строительство Атамайского центра уже в этом году, а также выделить дополнительное финансирование на креативный кластер «Квартал труда». Ну и возвращаясь к теме паводка, в Ленске продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей Верхоянского района, пострадавших от дождевого паводка. Ленчане активно откликнулись на призыв о помощи и несут в пункт сбора кто что может. В пункт сбора ленчане несут средства гигиены, памперсы, одеяла, вещи и, конечно, продукты питания. Список необходимых вещей велик. Жители пострадавшего района нуждаются буквально во всем. В момент нашей съемки девушка привезла полный автомобильный багажник вещей на детей и взрослых, летние и зимние. Сама она от комментариев отказалась, постеснялась, но за кадром призналась, что сложно пройти мимо беды других людей. Дмитрий Гузов – руководитель волонтерского движения. Это его тема – помогать попавшим в сложную жизненную ситуацию. Я сейчас принес одноразовые пеленки. В принципе, это очень нужная вещь тоже, так как и маленькие деточки есть, и попали семьи в такую беду, и они будут очень кстати. Как ни нам, жителям Ленского района, знать, что такое наводнение. В 2001 году после разрушительного паводка нам помогала вся республика. Благодаря этому ленчанам удалось справиться с бедой. Поэтому сегодня жители Ленска не остаются в стороне. Наталья Щебельская оказывает финансовую помощь жителям Верхоянска, переводя средства на расчетный счет. Еще раз обращаюсь ко всем жителям города Ленска. Пожалуйста, откликнитесь на чужую беду. Проходить мимо нам совершенно не позволяет совесть. Кто не может какими-то, извините меня, продуктами или вещами, то, пожалуйста, перечислите, выйдите на сайт Верхоянска и отправьте деньги, если можете. Сбор гуманитарной помощи продолжается до 31 июля. Пункт сбора работает в Центральном доме народного творчества. Желающие принять участие в акции могут еще присоединиться. Каждый из нас может сделать доброе дело и помочь жителям Верхоянского района, попавшим в беду. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Мы продолжим сразу после короткой рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Мы продолжаем программу. В Алдане сдан в эксплуатацию новый пятиэтажный дом. В 47-квартирный дом въехали новоселы, получив ключи и подарки от застройщика. В атмосферу праздника погрузился Руслан Павлов. Хмурая и дождливая погода никак не отражалась на лицах и душевном состоянии новоселов, которые пришли за ключами от новых квартир. Все были довольны и счастливы новому качеству жизни. Очередной многоквартирный дом по программе переселения из аварийного жилья ввели в строй в микрорайоне Солнечный города Алдана. Уже 5-й дом в этом году и 15 еще домов мы постараемся совместно общими усилиями к 1 октября предоставить для постоянного проживания. Я желаю вам радости и здоровья в ваших новых квартирах. Берегите этот дом, берегите себя. С праздником вас! С новосельем! Застройщиком объекта выступила акционерная компания «Железные дороги Якутии». Как пояснил генеральный директор компании Василий Шимохин, новые квартиры в основном заселят железнодорожные строители, которые приехали в Алдан еще в середине 80-х годов прошлого столетия строить Амуро-Якутскую железную дорогу и остались жить здесь во временном рабочем поселке. Конечно, мы не попали в ту программу, в которую прошла Тында, и Тында переселилась лет 5. И вот пришлось долго ждать нам в 2 поселках, в Солнечном и в Синегории, когда нам, наконец, обамовским строителям мы получим эти квартиры. И уже так получилось, что дети получают наши строители, которые в 85-86 году приехали сюда строить и прожили в этих бараках, в этих домах столько лет. Мэр города Александр Бугай напутствовал новоселов словами бережливого отношения к новому дому и прилегающим территориям. Его поддержали лидеры нового домкома, пообещав исправно вносить коммунальные платежи. Вот как оно есть здесь, так оно должно быть всегда. Должен быть порядок. Это самое главное. Коммунальные платежи это само собой.
Новоселы обживут 47 квартир с отделкой и сантехникой. Из них 20 однокомнатных, 26 двухкомнатных и 1 четырехкомнатная квартира. Первые впечатления от нового места проживания позитивные. Квартира светлая, солнышко с этой стороны будет как раз. Да, кухня, пойдемте посмотрим. Двери, все хорошо здесь. Отделка вот такая хорошая, прям под нас. Все, что там захотели, побелили, потом, если надо, будет обои поклеим, когда нам нужно будет. Так, у нас снова света нет? Есть свет, горит? Да. Ванна. Ванна, моечка, туалет. Все прекрасно, кафель здесь хороший сделан в квартире. В целом, в Алданском районе в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, предусмотрено расселить 181 тысячу квадратных метров аварийного жилья. А это 536 многоквартирных домов. Руслан Павлов, Алдан. Автолюбители объединения корейских бизнес-клубов прибыли на этой неделе в Якутск. Группа совершает международный автопробег по маршруту Ташкент, Магадан, Мурманск, Ташкент. Все подробности в материале далее. Посещение Якутии для группы автомобилистов стало своего рода экспериментом. По словам руководителя пробега Василия Квака, если получилось доехать до Якутска, то получится и до Магадана, конечной цели проекта. Нам захотелось посетить всего 2 локации, точки. Это самую северо-западную точку, это Мурманск, и северо-восточную, Магадан. Поэтому исходя из этой цели, проходит этот автопробег. К столице республики автолюбители уже преодолели 15 тысяч километров. Это и есть самая большая сложность в дороге – большие расстояния. Однако действует группа сообща, вместе преодолевая преграды и трудности жизни в пути. При этом найти друзей участники автопробега могут практически в каждом городе. Проезжая через Казахстан, Киргизию, Россию, мы встречаемся, и нас поддерживают предприниматели, бизнесмены, наши друзья, соотечественники. Здесь мы уже тоже нашли такие взаимодействия. Вот в Индии мы останавливались, там уже тоже есть наши соотечественники, бизнесмены, познакомились. Сами участники автопробега – представители объединения корейских бизнес-клубов из России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и самой Республики Корея. К примеру, участник автопробега Ли Бом Чхоль прибыл в Россию из корейского города-побратима Якутска Чханвона. Я приехал из города Чханвона, города побратима Якутска. Очень рад встрече на якутской земле. Желаю процветания Якутску. Между тем, в столице республики участники автопробега пробудут недолго. Группа планирует побывать в знаменитом Аймиконе и увидеть полюс холода своими глазами. После автолюбители направятся в конечную точку своего пробега – Магадан. Сарглана Неустроева, Семен Семенов, Якутск. И немного о спортивных достижениях этой недели. Сборная Якутии – серебряный призер чемпионата МЧС России по волейболу. В Челябинске завершился чемпионат по волейболу среди команд федеральных округов в рамках финала спартакиады МЧС России. Основной костяк сборной Дальнего Востока был представлен волейболистами-спасателями из Якутска под руководством Петра Пестрякова. Якутяне заняли 2-е место из 7 команд, уступив лишь в финале в 5 партиях сборной Уральского федерального округа. А ранее в полуфинале якутяне выбили сильную сборную Сибирского федерального округа. Якутские спортсмены заняли призовые места на Кубке России по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата ПОДа. Так, в личном первенстве среди мужчин золотую медаль завоевал чемпион России Виктор Скрыбыкин. В финале он со счетом 145-144 выиграл у призера Паралимпийских игр из Бурятии Баира Шигаева. Бронзу в командном мужском дивизионе Виктор Скрыбыкин взял вместе с Дюлустаном Захаровым. В борьбе за медаль они встретились с петербургскими стрелками и победили со счетом 151-148. Также Дюлустан Захаров выполнил норматив мастера спорта России. Соревнования прошли в Раменском, Московской области. Тренером якутских спортсменов является Петр Андросов.
8 юных гимнасток будут представлять Якутию на грядущих 7-х международных спортивных играх «Дети Азии». Так, 6 спортсменок выступят в групповом упражнении и 2 в многоборье в индивидуальной программе. Сообщается, что перед соревнованиями спортсменки полгода тренировались на базе крупнейшего спортивного комплекса «Татьяна-Арена» в Ульяновске. Между тем, чтобы поднять дух участниц игр, Федерация художественной гимнастики республики провела встречу с их родителями, поскольку именно они оказывают самую большую поддержку юным спортсменам. Так, президент Федерации Людмила Николаева выслушала вопросы и пожелания родителей и поблагодарила их за проделанную работу по воспитанию спортивного поколения. Хочу пожелать нашим девочкам успешного выступления. Им будет непросто. Это достаточно сложные соревнования. Приедут сильнейшие команды сборной страны, других регионов и зарубежья. Но я знаю наших детей. Они маленькие еще, им по 13, по 14 лет, но они очень сильные духом люди. Я знаю, что они умеют собираться в ответственный момент и очень достойно, на высоком профессиональном уровне они покажут свое мастерство и с честью защитят нашу республику на этих соревнованиях. В Якутске снимают фильм про скакуна «Speed Star», трехкратного победителя состязаний верховых лошадей на приз президента республики. Одноименная картина будет основана на реальных событиях 2010, 2011 и 2012 годов. Все подробности в следующем сюжете. Фильм продюсерского центра «Чолбон Продакшн» покажет историю скакуна-чемпиона Speed Star, повествуя об отношениях лошади с ее бессменным жокеем Егором Оконешниковым и тренером Сергеем Ядреевым. Кинокартину снимает режиссер Алексей Амбросьев, ранее работавший над самым кассовым якутским фильмом «Агент Мамба». Мы в прошлом году участвовали на гранте правительства на поддержку кинематографии Якутии. И мы там выиграли грант, получается. Благодаря этой поддержке мы можем сейчас осуществить свои давние мечты. И мы снимаем про скачки. Для нас, для народа Саха, скачки — это же один из самых таких любимых видов спорта. Съемки фильма начались в прошлом году. Так как кинокартина охватывает 3-летний период, важно, чтобы были отсняты все времена года. На данный момент съемочная группа работает над самой важной частью фильма – частью с лошадьми. Правда, взаимодействие с животными не обходится без своих сложностей. Сложности чисто такие технические, именно снимать лошадей, да. То есть у нас получается, считайте, на одну скачку, если мы снимаем, это буквально один день, один дубль. Если мы снимаем скачки, потому что лошади круг делают и устают. И нам надо будет день-два ждать, пока они там восстанавливаются. Стараемся взять все за один раз, что-то такое пробуем. Конечно, если что если не хватает, мы переносим, снимаем другой день. Лошади у нас все-таки они скакуны, у них кровь буйная, бешеная, с ними работать тяжеловато, но все равно как-то находим общий язык. Съемочная группа состоит приблизительно из 40 молодых профессионалов. Режиссер фильма отмечает, что, возможно, благодаря энергичной команде они в силах создать такую кинокартину. Главные роли жокея и тренера сыграют артисты Сахатеатра Павел Чинянов и Иннокентий Луковцев. Прототип моего героя, Егор Оконешников. Ответственность очень большая, тем более у нас уже есть прототип, живой человек. Он будет сам смотреть, он будет оценивать. И плюс, конечно, будет для нас все равно самая высшая оценка – это оценка зрителей. Съемки фильма «Speed Star» планируют завершить уже этим летом. Творческая группа надеется, что кинокартина даст новый толчок развитию конного спорта. Надеемся, что фильм поможет в дальнейшем развитию конного спорта. То есть еще более по-профессиональном развитии. Как мы знаем, нас очень сильно любят конный спорт. Каждый раз на скачках по 3, по 5 тысяч зрителей ходит. Мы надеемся, что зрители оценят. Фильм расскажет не только про скачки, но и про дружбу и любовь. Насладиться просмотром жизнеутверждающей спортивной драмы на больших экранах можно будет уже в следующем году. Галатея Игнатьева, Павел Пахомов, Якутск. Что ж, именно такой была эта неделя. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Для вас в студии работал Иван Лазаренко. Я с вами прощаюсь и берегите себя.